Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие телезрители! И снова доброго утра желаем вам мы, Роза Булатова и Рустем Каримуллин. Продолжается неделя, сегодня среда, 29 сентября. И сейчас будет проверочка на дикцию. Рустам, скажи, оториноларинголог. Оториноларинголог. Я подготовился. Подготовился, потому что знаю, что сегодня свой профессиональный праздник отмечают как раз-таки лор-врачи. А еще сегодня Всемирный день сердца. Впервые он был проведен в 1999 году по инициативе Всемирной Федерации сердца. Эту акцию поддержали ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, ЮНЕСКО и другие известные организации. Цель ее – рассказать обществу о настоящей эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также побудить людей заботиться о сердце и сосудах. Девиз Всемирного дня сердца – «Сердце для жизни». Ну а мы начинаем, как всегда, с анонса. Давайте посмотрим. Легкий, как воздух. Готовим омлет по-новому. Все корги в гости к нам. Как прошел собачий бал в Подмосковье? Что нужно для здоровья сердца? Витамины, полноценный сон, а также полезные жиры и отсутствие вредных привычек, таких как курение, нормальный вес и любая, главное, регулярная активность. Вот как раз об этом всем подробнее расскажем в нашем первом сюжете. 29 сентября – Всемирный день сердца. В Татарстане за последние 10 лет за счет своевременной профилактики смерть от заболеваний этого жизненно важного органа снизилась почти вдвое. И это приятный факт. Но есть и другие, менее приятные факты. Давайте вместе в них разберемся. Факт первый. Бурный рост может стать причиной появления порока сердца у подростков. Этот миф не дает покоя многим родителям, но, к счастью, напрасно. Как правило, пороки сердца у детей формируются внутриутробно. Однако любому ребенку следует избегать чрезмерных физических нагрузок, так как сердце растет значительно медленнее других органов. Факт второй. Я слишком молод, чтобы беспокоиться о сердце. На самом деле, ожирение, сахарный диабет и многие другие факторы приводят к развитию болезней сердца. А значит, молодежь тоже находится в группе риска. Когда вы последний раз были у кардиолога? Где-то полгода была, делала кардиограмму, да, я хожу периодически, проверяюсь. У кардиолога давно. Недавно вот. Отличное сердце. 8-й десяток идет. И прекрасно. Я поднимаюсь на 6-й этаж бегом. Факт третий. Существуют лекарственные препараты для поддержания сердечной мышцы в тонусе. На самом деле витаминок для сердца не существует. Но если вы хотите ему помочь, то следите за весом и, конечно же, избавляйтесь от вредных привычек. Факт четвертый. Смех приносит не только приятные эмоции, но и укрепляет сердце. Некоторые специалисты утверждают, что долгий и искренний смех расслабляет стенки сосудов в сердечной мышце, увеличивает кровообращение и работоспособность. Однако, при наличии серьезных проблем с сердцем и сосудами, смех способен лишь усугубить положение. А как вы следите за здоровьем своего сердца? Сердце, таблеточки пью, если врач выписывает. Давление меряю каждое утро, вечер. Ничего не делаю, просто вредные дела не делаю. Едим пищу без холестерина, все в натуральном виде. Стараюсь больше ходить и есть пищу без холестерина. Надо быть оптимистом и не бояться любого труда, Ну, вообще-то, я думаю, что как минимум раз в год надо ходить к врачу. Сердце – это уникальный орган, который требует пристального внимания со стороны каждого человека вне зависимости от возраста. Заботясь о сердце, вы продлеваете себе жизнь. А к нам в студию пришла Рамзия Галимова, заместитель главного редактора журнала «Ялкын». Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Рамзия, расскажите нам, пожалуйста, про новый номер журнала «Ялкын». Да, что там? Что ждет читателей? Журнал «Ялкын», я думаю, многим татароязычной аудитории известно, что это журнал на татарском языке для подростков, в первую очередь, и для молодежи.
которые, особенность нашего журнала, наш журнал создают сами подростки. О, как интересно. Да, мы же все помним, да, времена, и сейчас у нас есть, в каждой редакции есть редколлегии, да, редколлегии, которая состоит уже из известных людей, которые, возможно, много лет уже работали, а вот у нас есть редколлегии, как бы, которая состоит из наших как раз-таки подростков, будущих журналистов, да, будущих журналистов. Студенты, наверное, да, это? Нет, в основном это у нас школьники, которые проживают в разных районах нашей республики. Очень интересно. Также, естественно, это те школьники, которые дальше становятся как раз-таки студентами. Которые выбрали уже эту профессию, имеют возможность вот так вот оттачивать перо, скажем. Да, нам же всем известно, что есть вот все журналистские конкурсы, которые проводятся, да, для подростков, для молодежи. Это мы очень рады, что вот победители, обладателями гран-при в основном становятся как раз-таки наши воспитанники, наверное, так можно сказать. Да? Поэтому у нас... Как бы в журнале 80% статей, они состоят как раз-таки из статей наших будущих журналистов. Мы их обучаем писать, рассказываем. Да, где берут материал, получается, молодые начинающие журналисты, что волнует, о чем пишут? Да, им дают какие-то темы, или они сами разрабатывают что-то? У нас есть чат, мы все с вами уже знаем, что мы сейчас все сидим в мессенджерах, да? Одновременно я конкретно сейчас в этот момент нахожусь в 8 разных чатах. Они пишут прямо вот сейчас. Вот, точно, да. И у нас также есть в WhatsApp чат, где перед каждым месяцем, да, как мы начинаем издавать наш журнал, начинаем писать, все начинают предлагать свои темы. Это подростковый возраст, это такое время, когда всем хочется что-то сказать, да. Это когда, возможно, даже какие-то темы, о которых ты не поговоришь там с родителями, например, да. Да. Любовь волнует кровь. Например, да. Как раз-таки вот эти темы у нас поднимаются в журнале. Они сами предлагают, возможно, какой-то проблемой они, да, встречаются. Например, мы писали, вот как раз была волна, да, попыты вот эти. Как раз-таки они сами предлагают, давайте про это напишем. Полная свобода для творчества у них есть. Да. И, естественно, самое главное, что мы вот их обучаем даже. Вот мы всегда говорим, и с мастер-классами, когда в школу ездим, мы говорим, главное, не бойтесь начинать, если у вас есть желание начать писать, и вы интересуетесь журналистикой, приходите, мы вас обучим. Как бы уже нашему журналу уже почти 100 лет. О, какая цифра. Да, мы издаем с 1924 года. Вот, и за все это время, как бы, главная цель журнала «Ялкын» — это подготовить как раз-таки молодых специалистов в области СМИ. Очень интересно, как и говорят сами журналисты, очень много можно узнать о том, что ты умеешь, если просто сесть и начать писать. Да, вот. Главное начать. Кстати, еще, мы же с вами уже знаем, да, что сейчас у нас все-таки многие подростки и молодежь, они интересуются как раз-таки блогингом. Да. Это очень актуальная тема. Да, они сидят в интернете. Раньше хотели быть космонавтами, а теперь хотят быть блогерами. Вот. Ну, интернет своего рода космос. Ну да. Да, поэтому как бы мы тоже не отстаем, так скажем, да, и вообще мы должны быть, мне кажется, самые первые, да, кто как бы заходит в интернет, поэтому сейчас у нас 70% времени, даже у нас в редакции, да, мы тратим как раз-таки на проекты, которые мы делаем в сети интернет. На Ютубе у нас есть свои проекты на татарском языке, все-таки наша главная цель сохранить наш татарский язык, чтобы татароязычная молодежь не забывала свой язык, разговаривала на этом языке, да, поэтому у нас есть свои проекты на Ютубе, также в Инстаграме, в ТикТоке вот сейчас начинаем большой проект тоже будем запускать, как бы. И как раз-таки набираем тех же подростков и молодежь. Они нам очень нужны. Мы им говорим, возможно, если вы хотите научиться писать, давайте мы с вами научимся писать. Если вы хотите там стать ведущими, на Ютубе какие-то свои проекты, например, да, запустить, мы говорим, давайте мы вам поможем. Вот, поэтому мы вот сотрудничаем и с нашими университетами, да, которые у нас готовят журналистов. Вот в таком темпе
Ютубе работаем, так скажем. Очень интересная, и, главное, очень такая важная, мне кажется, и работа, да, и думаю, молодежь. те, кто сейчас посмотрят, возьмут на заметку, как обратятся к вам, да, как минимум заинтересуются. Да, это очень важно, как бы сегодня как раз-таки есть такой стереотип, да, есть такой стереотип среди подростков и молодежи татароязычной именно. То, что мы делаем, ну, делают на татарском языке, это там, грубо говоря, трэш, да. Есть такой стереотип, и вот наша цель, вот как мы хотим доказать, что сломать это не этот так. Стереотип. Да. Естественно, если ты сделаешь что-то интересное, полезное, оригинальное, то, естественно, это будет пользоваться спросом, это будут смотреть, читать, слушать. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня с такой интересной темой. Спасибо. Спасибо большое вам. Ну а мы продолжаем. И прямо сейчас у нас гороскоп. Нужно готовиться и слушать внимательно. Да, узнаем, что же звезды нам сулят. Овны. Хороший день для романтических встреч. Вы будете очень притягательны. Среда хороша для начала отношений. На работе, вероятно, благоприятное разрешение какого-то вопроса. Тельцы, вас ждет великолепный день для решения любых вопросов, для начала любых дел. Возможны приятные встречи, очень удачный день для покупок и проведения любых косметических процедур. Сегодня звезды предлагают вам немного развлечься и сходить на романтическое свидание. Близнецы. Судьбоносный день. Хорошее время для того, чтобы сделать выбор спутника жизни или поменять работу. А те, кто всем в жизни доволен, вполне может построить планы на будущее. В принятии любого решения руководствуйтесь здравым смыслом. Рак. Сегодня, возможно, кто-то из друзей или знакомых захочет воспользоваться вашей добротой. Не давайте денег в долг, не занимайтесь благотворительностью. И не поручайтесь за других. Сегодня это чревато проблемами для вас самих. Лев. Начался прекрасный день для покупок, в том числе дорогостоящей техники и даже недвижимости. Все будет складываться легко. Любые дела будут спориться. Сегодня вам очень пригодится ваше красноречие. День удачен для встречи с друзьями. Девы, сегодня у вас обострится интуиция, поэтому прислушивайтесь к ее советам. День хорош для похода в гости, встречи гостей, для серьезных покупок в дом и подарков детям. Не стесняйтесь проявлять положительные чувства к родным и близким. Ну а сейчас рассказ о предпоследнем дне сентября. И давайте вместе узнаем его историю. 29 сентября 1884 года в Казани открылся шахматный клуб. Он разместился в двухэтажном особняке на углу Большой Грузинской улицы, ныне это улица Пушкина, напротив Дворянского собрания. Здание, кстати, известное как Дом Казымбека, стоит до сих пор. И расскажем подробнее, что это было за место. Членами шахматного общества в то время было 295 человек во главе с казанским губернатором Андреевским. Однако в двухэтажном особняке шахматисты имели всего одну комнату, а вот игроки в карты и бильярдисты занимали несколько больших гостиных и буфет. Зато именно шахматный клуб посещали многие выдающиеся личности. Известно, например, что молодой Федор Шаляпин, бывая в Панаевском саду, заходил и сюда. Вернувшегося в Казань из своей первой ссылки Владимира Ульянова в шахматный клуб привел его двоюродный брат по фамилии Ардашев. А научил игре будущего Ленина отец. Вождь мирового пролетариата оставался верен этому увлечению до конца жизни. Почетным членом Казанского шахматного общества был легендарный Михаил Чигорин, основоположник отечественных шахмат. В 1912 году Казань посетил будущий чемпион мира, шахматист Александр Алехин. Он сразился сразу против нескольких любителей шахмат, что послужило стимулом к дальнейшему развитию этого вида спорта в городе. И расскажем еще об одном событии. 29 сентября 1998 года постановлением главы администрации Казани Камиля Исхакова были приняты предложения комиссии по топонимике о названии станции первой линии Казанского метрополитена. И названы они были Кремлевская, площадь Тукая, Суконная Слобода и Аметьево. А сейчас интересный факт из моей биографии, который даже ты не знаешь.
Интересно. Я профессиональная пианистка. Опа. Да. И сейчас, дорогие друзья, мы вам расскажем об одном произведении музыкальном, которые могут сыграть даже, все, у кого есть пальцы. Те, кто не имеют профессионального музыкального образования, и это «Собачий вальс». И, кстати, эта пьеска известна во многих странах мира, но знают ее под разными названиями. В Германии, Бельгии, Нидерландах и Норвегии она, например, называется «Блошиный вальс». В Болгарии – «Кошачий марш». В Финляндии – «Кошачья полька». В Корее – «Кошачий», понятно, танец. В Японии и вовсе я наступил на кошку. А в Мексике ее называют «маленькие обезьянки». В Венгрии – «Ослиный марш». А на Майорке – «Полька дураков». Опа! Не знаем, звучал ли собачий вальс на балу собачьей корги, но вот то, что было очень весело, это точно. Третий костюмированный корги-бал для любителей коротколапых пушистиков прошел в Подмосковье. В программе осеннего праздника было предусмотрено множество сюрпризов, конкурсов и ярмарка для поклонников животных английской пастушьей породы. В рамках мероприятия корги могли попробовать себя в новой роли. Животные дефилировали по подиуму в различных тематических костюмах и украшениях, а также снимались вместе с хозяевами в ярких фотозонах. Кроме того, гости бала и их питомцы смогли попробовать свои силы и навыки в спортивной части мероприятия. Для этого организаторы установили полосу препятствий и подготовили забег. Животные соревновались по 5 собак, а самые быстрые получили небольшие призы. Однако центральным событием бала стал выбор короля и королевы, которых наградили настоящими коронами. Как пояснила организатор фестиваля Лариса Корж, победители выбирали прежде всего по харизме. Это должен быть самый впечатляющий, который больше всем нравится, который просто поражает всех и привлекает большее количество взглядов. Прийти на бал можно было и без животных. Развлекательная программа была предусмотрена в том числе для одиноких любителей собак, которые еще не решились на четырехлапого друга. Начинаем анонсы печатных СМИ. В номере «Казанских ведомостей» от 30 сентября вы узнаете: трудоголизм. Что это? Достоинство или болезнь? В современном обществе царит культ продуктивного и успешного человека, и порой кажется, в гонке за карьерой участвуют практически все, но переработки не всегда гарантируют высокую должность и большую зарплату. Каковы причины и признаки трудоголизма? Попытаемся разобраться с практикующим психотерапевтом. Однако есть в мире вещи, которые нельзя купить за деньги. Это счастье и любовь. История о том, как единственная дочь миллионера тяжело переживала развод родителей, что заболела смертельной болезнью. Безутешный отец увековечил память о ней не только в камне, но и в добрых делах. Близится к завершению дачный сезон. Как уберечь теплолюбивые культуры от морозов и что можно посадить под зиму? Читайте в рубрике «Казань огородная». В каждом номере «Казанских ведомостей» специалисты отделения Пенсионного фонда Республики Татарстан отвечают на самые актуальные вопросы татарстанцев, касающиеся льгот, пенсий и социальных выплат. Спешим напомнить, продолжается подписка на «Казанские ведомости» на первое полугодие следующего года. Подпишитесь и будьте в курсе всех событий. Ну а сейчас от анонсов журнала перейдем к книжным новинкам. Лев Гумилев «От Руси до России». Это необычная книга, это необычный взгляд на историю нашей страны. Последнее прижизненное издание Гумилева. И эта книга рассказывает о истории нашей страны за достаточно большой временной исторический промежуток. От древней Киевской Руси до реформ Петра I, до правления Петра I, который вывел Русь на большую европейскую дорогу. Очень интересно написано. Очень легко написано. Здесь Гумилев нам приводит свои очень оригинальные мысли, взгляды на историю государства российского, гипотезы высказывает, какие-то совершенно неожиданные. Например, он говорит о том, что вещего Олега в истории вообще не было. И я вот думаю, что вот эту книгу не стоит читать школьникам, я бы не рекомендовала, потому что я думаю, что у них еще не сформировался какой-то взгляд
на историческое прошлое страны. А здесь нужно обязательно иметь базис, иначе просто в голове будет, просто полная каша. Поэтому эта книга все-таки для взрослого чтения, это книга для читателей, которые любят размышлять и анализировать. Но я думаю, что прочитать ее будет полезно, безусловно, и многим, наверное, просто интересно. Хотя объективности ради скажу, что это все-таки чтение не для всех. Лев Гумилев. От Руси до России. Лаура Спини. Бледный всадник, или как испанка изменила мир. Я не случайно взяла в руки эту книгу. Она новая, и она в условиях сегодняшнего дня очень, так сказать, актуальная. Здесь британская писательница подробнейшим образом описывает чуму 20 века, эпидемию испанского гриппа, которая захватила мир и продолжалась 2 года, с 1918 года по 1920. О том, как все начиналось, как болезнь развивалась и как все закончилось. Достаточно внезапно все закончилось. Интересное чтение, полезное чтение. И вы знаете, вот кажется, что это чтение должно быть тяжелым. Нет, это совершенно не мрачное чтение. Ну, а учитывая обстановку, в которой мы сегодня живем, я думаю, что оно еще и полезно тем, что можно проводить какие-то параллели. И это интересно. Лаура Спини. «Бледный всадник» или «Как испанка изменила мир». Обратите внимание на эту книгу. В Татарстане при поддержке президента Республики Татарстан стартовал второй республиканский конкурс «Инженер года». Заявки на него принимаются до 4 октября. И расскажет обо всем подробнее заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Родион Карпов и председатель Республиканской общественной организации Союза молодежи, предприятий и организаций Республики Татарстан Айдар Сагиддинов. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. И расскажите, пожалуйста, немножко об истории этого конкурса, как его начали проводить. Доброе утро. Началось все в 2018 году, когда на встрече президента с трудовым коллективом компании «Вакуумаш» молодой инженер выступил с инициативой о проведении такого конкурса в рамках Республики Татарстан. И президент республики Руслан Нургалиевич Минниханов дал соответствующее поручение, и уже в 2019 году мы провели этот первый конкурс. Его принципиальное отличие от федерального конкурса, который уже функционирует порядка 10 лет, он абсолютно бесплатный для наших участников, и при этом есть хорошие, такие качественные призы и плюс соответствующие программы. Немножко расскажу. В 2019 году было подано 258 заявок спросить, сколько? Да, по трем категориям. У нас прошло разделение. Это первое, это как наше будущее, это студенчество, которым предстоит дальше развиваться на производстве. Вторая категория, это для молодых специалистов, для работающей молодежи, которые, так сказать, работают на перспективу, показывают себя уже непосредственно на производстве. И третье, это уже для умудренных опытом, для корифеев инженерного производственного дела. Сейчас у нас уже подано порядка 150 заявок. Компания активно у нас идет по сбору заявок. И наш конкурс проходит как раз-таки в 2 этапа. Первый этап – это заочный, подача заявок, это презентация своих проектов в бумажном виде. Дальше комиссия, созданная из уважаемых людей, заслуженных людей республики, проводит предварительную оценку и уже допускает до 2-го этапа лучшие из представленных работ. По практике прошлых лет это примерно 100 человек у нас идут уже во 2-й этап. В этом году мы также планируем, и уже будут проходить непосредственно форумы, сессии, семинары, обучающие на протяжении 3 лет, и где уже непосредственно при очном общении с нашими конкурсными комиссиями будут выявлены лучшие из лучших.
Ну и по практике у нас награды вручал президент Республики Татарстан в торжественной обстановке. Я думаю, мы эту хорошую традицию сохраним и в этом году. Да, мне кажется, стимул очень хороший. А вот каковы практические результаты конкурса? То есть что он дает участникам и победителям, и как складывается их карьера после конкурса? На самом деле мы общаемся с ребятами, с победителями 2019 года и видим прогресс. То есть некоторые из них, у них есть и карьерный рост. Один из них даже стал генеральным директором своей компании. Вот это, да. Победитель конкурса. Да, победитель Хороший конкурса. результат. Да. Вот вам девиз, победитель конкурса, победитель по жизни. Но мы этого гарантировать не можем. Это ему на производстве надо себя все-таки дальше показывать. В долгую, так сказать. Безусловно, эта победа в конкурсе является таким основополагающим фундаментом для дальнейшего развития, потому что руководители с большим пониманием относятся, что самое важное в их коллективе – это профессиональные люди. Да. И как раз-таки инженеры года доказывают, что их труд востребован, и их в дальнейшем, конечно, будут и повышать, и карьерный рост будет, и так далее. Также один из участников стал доктором технических наук. То есть это говорит о том, что у нас не только практичные люди, они еще следят за тенденциями, они пишут кандидатские, докторские диссертации, и их работы востребованы даже на мировом уровне. И, соответственно, для студентов, конечно же, они попадают в поле внимания предприятий. За ними начинается настоящая погоня, как за большими будущими профессионалами, и все хотели бы их трудоустроить к себе в организацию. Заполучить. Заполучить. Да. И вот как вы считаете, вот сейчас профессия инженера, она вновь набирает популярность, потому что вот несколько десятилетий назад все мечтали быть инженерами, это было очень престижно. У меня мама, кстати, инженер тоже. Тут есть такое выражение: спрос рождает предложение. Сейчас на предприятиях на самом деле есть большой кадровый голод. И именно голод специалистов. Потому что у нас экономика сейчас, вы сами знаете, под эгидой цифровизация. Сейчас у нас как индустрия 4.0, уже следующий этап развития экономики. Поэтому кадровый голод, он присутствует на предприятиях. И наши молодые люди как раз это тоже почувствовали. Прежде всего выбирают рабочие профессии, инженерные профессии. У нас на каждом предприятии сейчас замечательный сплав опыта и молодости. То есть еще более старшее поколение, которое развивало нашу республику, развивало страну, оно все в строю и готово делиться своим опытом. И поэтому даже понимаем, что каждая заявка, она все-таки не самостоятельная. Обязательно где-то за ней стоит учитель, коллега, старший товарищ, можно по-разному их называть, но ни один путь ни одного молодого человека без наших ветеранов все-таки не может состоять. А вот что касается конкурса, а именно заданий, какими были задания на заочном и на вот очном этапах? Да. И самое главное, как они еще и оцениваются? В данный момент идет заочный этап, то есть заявочная кампания, и как раз наши коллеги, инженеры, будущие инженеры сейчас готовят свои заявки, в которые включают в себя описание своих работ, своих достижений, будь то это рационализаторские предложения, а у некоторых есть даже свои патенты, кто-то улучшает технологический процесс рабочий. И то есть это все кладется на бумагу на 2 страничках за предшествующий год и подается заявка. Также дополнительно подаются различные достижения на научных конференциях. И, соответственно, как уже Родион Михайлович сказал, уважаемая комиссия это все оценивает заочно и приглашается по 3 финалиста в каждой номинации категории. И далее уже эти ребята, которые приглашены на финал, очно, вживую уже защищают свои работы, свои инженерные работы перед комиссией, и определяется победитель. Так, получается, что вот эти заочные и, соответственно, потом очный этап оцениваются одной и той же комиссией? Одна и та же комиссия, но вы же знаете, что надо все равно вживую с человеком переговорить, чтобы уточнить какие-то нюансы, какие-то, может, вопросы есть. И надо понимать, в комиссии 24 человека, то есть самых разных областей, это и представители научного сообщества, это, опять же, старшие поколения руководителей бывших предприятий, действующие руководители предприятий, поэтому очень разношерстно. Да, работы изучаются досконально. Абсолютно. Да, ну и... Сколько на данный момент уже заявок? Порядка 150. Но сейчас активная фаза, потому что мы все знаем, что хотят все податься почему-то в последний момент. Кстати, тоже озвучу. Запрыгнуть в последний вагон. У нас неограниченное количество часов заявок.
если 500 подадут, 500, 1000, мы будем только рады. Мы работы не боимся. И можно подать на официальный портал инженеррт.рф, а также Министерство промышленности и торговли через канцелярию. То есть заявки принимаются у нас фактически круглосуточно. Да, а вот насчет, вы сказали, что проводятся семинары, форумы. Выездной семинар. Да, вот как проходит выездной семинар? Кто перед ними выступает? Да, есть ли обучение какое-то? Выездной семинар проходит в течение 2 дней. То есть для ребят организуются тренинги, мастер-классы. В первую очередь по инженерным специальностям мы приглашаем. Сейчас ведется уже работа по приглашению федеральных гостей из Москвы, из Санкт-Петербурга. То есть это люди, которые задают сегодня тенденцию по развитию инженерной мысли у нас в России и вообще в мире. И, соответственно, из первых уст ребята слышат нововведения, тенденции и пытаются это использовать у себя в работе. И второе, важно развивать soft skills, мягкие скиллы. Мы понимаем, что и наши инженеры — это вполне возможно в будущем руководители, и нам важно, чтобы они умели и хорошо говорить, хорошо преподнести информацию. Поэтому, конечно же, наших коллег обучаем и публичному выступлению, и умению презентовать свои работы. Вот таким образом в течение 2 дней будет проходить работа. Ну что, мне кажется, что подобные конкурсы, они должны получать максимальную огласку, потому что, ну, по всей нашей большой республике, мне кажется, и специалистов, и участников в данном конкурсе наберется, ну, приличное количество, и тем не менее, тем более, вернее, что у вас уже такие хорошие результаты у выпускников, у победителей конкурсов. Это, мне кажется, уже говорит само за себя. Да, можно и себя показать, и многому еще и научиться в процессе участия в конкурсе. Спасибо большое, что пришли, рассказали. Будем ждать вас в гости уже, я думаю, с итогами конкурса. Расскажете, как прошло, кто победил. Возможно, даже с победителем. Спасибо большое. Все, спасибо, будем очень рады. Спасибо. А мы продолжаем программу и прямо сейчас задаем вопросы людям, которые, ну, все ведь на свете знают. Правильно, конечно, Роза? это Наши маленькие юные почемучки. Мы рассказываем про пиджак. Пиджак носят взрослые и дети. Взрослые пиджак носят на работу, а дети на Новый год. Еще к пиджаку надо купить галстуки, брюки. А то Дед Мороз не подарит тебе подарки. Папа идет на работу, одевает пиджак. Там лежат все его документы. А без пиджака папу на работу не пустят. А мама вообще не носит пиджака, потому что они носят платья, юбки и шорты. Пиджак для папы, юбка для мамы. У пиджака есть рукава, кармашки и застежки. Его вечером надо вешать на вешалку, чтобы он не помялся и чтобы он не был грязный. А утром должен папа его надеть и пойти на работу. А если выходной, то он не идет на работу и не одевает пиджак, когда он со мной играет. Пиджак — это специальная кофта, его одевает только президент и становится строгим и красивым. А дома президент ходит в шортах и футболке, просто дома жарко, как на улице. Самый лучший пиджак у президента. Молодые профессионалы Татарстана в составе национальной сборной России на чемпионате Европы по профмастерству Евроскиллс ГРАСС 2021 стали обладателями 14 медалей и 2 медальонов. Об этом сообщает пресс-служба WorldSkills Russia в республике. Соревнования проходили с 22 по 25 сентября в Австрии. В результате национальная сборная WorldSkills Russia заняла 1-е место по общекомандному медальному и бальному зачетам. 2-е место у хозяйки соревнования Австрии. Гордимся нашими ребятами. Гордимся. А продолжит нашу программу советы юриста. Доброе утро! Тема нашей сегодняшней рубрики «Как не потерять наследство». С этим вопросом мы обратились к юристу Регине. Регина, доброе утро. Скажите, пожалуйста, с чего нужно начинать?
Первое, что нужно знать каждому наследнику, это сроки и порядок вступления в наследство. Потому что зачастую из-за незнания этих сроков и порядка люди пропускают сроки и теряют наследство. Что важно знать? Первое, что срок для обращения к нотариусу составляет 6 месяцев. Как мы определяем этот срок? С момента смерти отсчитываем 6 месяцев. Вот в этот период нужно обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Зачастую бывает, что у наследника нет каких-либо документов. В этом случае 6 месяцев достаточно для того, чтобы в ЗАГСе запросить какие-то документы, подтверждающие, например, родство, и обратиться к нотариусу. Но все-таки, если вы узнали о 6-месячном сроке уже в крайние дни, считанные дни, в этом случае не стоит затягивать процесс, искать документы, запрашивать документы. Просто обращайтесь к нотариусу и пишите заявление о принятии наследства. Регина, спасибо большое за ваш ответ. В следующей нашей рубрике мы рассмотрим эту тему более подробнее и расскажем нашим телезрителям, что нужно делать, если пропущен срок принятия наследства. Всего доброго. Врачи призывают людей с лишним весом не думать о похудении. Вместо этого, надо сосредоточиться на физической активности, чтобы улучшить свое здоровье. И при регулярной физической активности лишний вес уйдет сам по себе. Просто занимаешься, и вес такой, я пошла. Да. Но, согласно существующим сейчас рекомендациям, взрослые должны уделять от 150 до 300 минут в неделю, примерно от 20 до 40 минут в день умеренным физическим нагрузкам. Например, ходить в энергичном ритме. О, это я умею, хожу энергично. В энергичном ритме, Прям переставляю ногу за такую. И знаешь еще, что интересно? Можно уделять всего 75 или 150 минут в неделю, а это примерно всего лишь 20 минут активной физической нагрузки. Активной. Например, бегать трусцой. Вот это ты можешь? Это я тоже могу. Это чуть быстрее, чем ходить. И главное, начать свое движение к здоровью прямо сейчас. И, кстати, если и вы не представляете своей жизни без танцев, смело снимайте ролик с собой в главной роли, выкладывайте в ТикТок с хэштегом ТНВ Здравствуйте. Лучшее мы покажем в нашей программе. А сейчас плавно переходим к очень интересной физической такой нагрузке, которая вроде как и не нагрузка вовсе. В общем, пилатес. Давайте посмотрим. Здравствуйте, меня зовут Лена, я являюсь тренером программы «Пилатес». И сегодня мы с вами поговорим о здоровье позвоночника и разберем упражнения, которые помогут улучшить его самочувствие. И Женя мне сегодня в этом поможет. Женя, пожалуйста, ложись на коврик, и мы начнем с положения лежа. Ложимся на спину, стопы будут примерно на ширине ваших тазобедренных суставов или на ширине таза. Хорошо погружаем таз и грудную клетку на коврик, чуть больше вытягиваемся за вершиной головы назад. И позволим сейчас коленям наклоняться в правую сторону, чуть больше вытягиваясь через левое колено, позволяя левой тазовой кости немного двигаться за движением колена. И возвращаться будем от ребер обратно к тазу, колени вернутся в центр. То же самое движение будет на другую сторону. Тазовая кость слегка подталкивает колено вперед, и от ребер возвращаемся обратно. Со следующим движением позвольте голове вращаться в другую сторону от движения ваших колен, подобно закручиванию фантика от конфетки. Будем на вдохе наклонять колени в сторону и с выдохом, начиная выдувать воздух из ребер, возвращаться обратно. Сделайте так несколько повторений. Увидимся с вами в новых выпусках. Арт-резиденция «Созвездие Йылдызлык» открывает свои двери для зрителей.
Концертом, открытием сезона станет музыкальная программа «Беренче концерт. Поверь в мечту». И обсудим все подробности прямо сейчас с художественным руководителем резиденции Тагиром Исмагиловым. Доброе утро, Тагир. Доброе утро, здравствуйте. И расскажите, пожалуйста, какие номера вошли в этот первый концерт? А вообще нужно сказать, что наконец-то сбылась мечта миллионов созвезденцев. Мы наконец-то обрели свой дом. И мы начали уже... Спасибо большое. А где ваш дом? Наш дом находится на Гладилова, 49. Прекрасно. Это театр Алафузова. Да. Так. Да. С чего начнем? Мы начнем, конечно же, с «Беренче концерт. Поверь в мечту». Да, какая программа? Да. Наконец-то открытие первого творческого сезона у нас состоится 29 сентября. И открытие у нас, к открытию приурочен концерт, «Беренче концерт», первый концерт, который пройдет под символичным названием «Поверь в мечту». Примут участие и выпускники ГИТИСа. Вы знаете, наверное, что наши созвезденцы обучаются благодаря созвездию в ГИТИСе, в Щукинском училище, в АВГИКе. Вот наши выпускники будут. Будут студенты консерватории Казанской, будут студенты Института культуры, будут и выпускники этих учреждений. Действительно созвездие. Да, действительно созвездие, созвездие талантов. Вот, это будут разножанровые номера. Если мы обычно показывали, допустим, просто красивые номера, как у нас таких номеров много, как вы знаете. Зрелищных, я бы сказала. В этот раз эти красивые номера будут еще и объединены одной общей мыслью. Это вера в мечту и, в общем, вера в себя. Потрясающая тема. Да, и я думаю, что наполненности номерами подобными... Вообще подобное всегда вдохновляет. А можете ли вы нам и расскажете ли вы нам, чем готов поразить новый сезон? Так, вот мы сейчас открываем сезон. Билетов, к сожалению, на этот концерт уже не осталось, но мы уверены, что в репертуар этот концерт у нас войдет. Мы сообщим дополнительно, когда можно будет зрителям прийти на это мероприятие. Можно мы не поверим, что билетов не осталось, потому что не хочется. Не хочется в это верить, да? Что ты уже не попадешь. Ну, нужно верить в мечту, и билеты обязательно появятся в продаже. Так, хорошо. Да. Мы готовим сейчас две премьеры, два спектакля. Первая премьера у нас запланирована на ноябрь. Мы готовим спектакль по пьесе испанского драматурга Лопе де Веги «Хитроумная влюбленная». Это Испания, песни, интриги, страсть. Это прекрасные дамы, галантные кавалеры. Столько солнца в наши осенние дни в ноябре будет. Испания солнечная. И вторая премьера у нас запланирована на декабрь. Пьеса уже будет на татарском языке, если «Хитроумная влюбленная» на русском языке. Вторая премьера будет на татарском языке и будет посвящена жизни великого татарского писателя, поэта Хасана Туфана. Ведь когда он в 40-е годы необоснованно был репрессирован, супруга Луиза Салиаскарова верила, ждала и делала все, чтобы он вернулся. Она на протяжении 15 лет сдавала кровь в казанских госпиталях. Когда уже крови не осталось, когда уже не могла она этого делать, она начала продавать свои волосы. Когда и волос не осталось, она начала распродавать мебель. И она верила и ждала, надеялась на возвращение. Но буквально, к сожалению, она месяца не дождалась, она умерла. И Хасан Туфан уже только... вернувшись, понял, какой же она подвиг совершила. Мы основываемся на документальных документах, на письмах, между ними велась переписка. Мы съездили в музей Хасан Туфана в Аксубаево, пообщались с главой района. В общем, работа ведется, работы очень много, и я думаю, что будет очень интересный такой документальный спектакль. Очень трогательная история. Вы провели целое расследование, да, вот этих событий. Да, и это расследование до сих пор продолжается. Достоверная история, что очень важно. Ну, в общем, мы поняли, что зрителя ожидает очень интересный, очень яркий, тем более так начинающий, уже с мечты начинающийся сезон, и это прекрасно. Мы обязательно прибудем к вам в гости в ваш дом. Спасибо большое, будем ждать. Спасибо большое, что вы к нам пришли сегодня. Спасибо. Ну, а прямо сейчас давайте уже время, наверное, настало нам немножечко уже отведать чего-то вкусненького. А чего же? Чего же? Давайте узнаем. Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить невероятный воздушный омлет с прованскими травами и вялеными томатами. Для этого нам понадобятся яйца, томаты, свежая зелень, немножко сыра и молоко. В начале процесса приготовления мы возьмем наши томаты. Нам нужно будет их подготовить, очистить. Таким образом подготавливаем наши томаты. Добавляем немного оливкового масла, немножечко соли,
И отправляем все это в духовку при температуре 120 градусов на 40 минут. Добавляем немножечко прованских трав. Мы берем наши куриные яйца, и следующим этапом отделяем желток от белка. Но я подготовил заранее, потому что наши белки должны охладиться в течение 10 минут в холодильнике. Мы добавляем немножечко соли и 2 столовые ложки молока. Сюда же добавляем натертый сыр, любой по вашему желанию, но мы добавим сыр чеддер. Все хорошенечко взбиваем венчиком. Берем наши охлажденные белки и взбиваем в блендере до густых пиков. Наш желток начинает схватываться, и мы постепенно добавляем вторым этапом наши взбитые белки. Это один из популярнейших омлетов в Японии. Его готовят каждый день, называется воздушное облачко. Накрываем сверху крышкой и оставляем на 5-8 минут. К нашим подвяленным томатам замечательно подойдет бальзамический уксус. Хорошего дня и приятного аппетита. Кушайте здоровую, красивую и вкусную еду. А мы заканчиваем гороскоп. Весы. Отличный день для общения и обмена информацией. Будьте более чувствительны к желаниям близких. Это поможет вам установить доверительные отношения в семье. День хорош для поездок. Скорпионы. Сегодня вашей находчивости и решительности могут позавидовать представители всех других знаков зодиака. А все потому, что вам в голову будут приходить быстрые, оригинальные решения, которые можно будет тут же воплотить в жизнь. Но не перегружайте нервную систему. Стрелец. В среду воздержитесь от приобретения материальных ценностей и лучше обратитесь к ценностям духовным. Будьте осторожны с техникой, ограничьте свое общение с кем бы то ни было, опасайтесь чужого влияния. Козерог. В эти сутки ваше противостояние с представителями противоположного пола не приведет ни к чему хорошему. И это будет выглядеть некрасиво. Подумайте, возможно, вы просто предвзято относитесь к кому-то. Проявите великодушие, и все образуется. Водолей, сегодня вам лучше отказаться от любых новшеств. Нельзя простужаться, так как можно заболеть надолго. Зато будут удачно складываться отношения. Вы будете сегодня особенно привлекательным. Любое общение пойдет на пользу. Рыбы. Сегодня, возможно, вас ждет внезапное знакомство, которое будет приятным, но недолгим. Дела, начатые сегодня, вряд ли могут быть доведены вами до конца. Зато день хорош для интеллектуальных занятий и коллективного творчества. Ну вот, и закончили мы не только гороскоп, а еще и закончилась наша программа. Я думаю, что это осенне-прохладненькое утро начинали вместе с вами бодро мы, Роза Балакова и Рустем Каримулин, и мы желаем вам хорошего настроения и хорошего дня. До встречи. Пока. Пока.